Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня давайте сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, о чем же он сожалеет. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сожаление тут есть, и сожаление достаточно серьезное. Во-первых, он сожалеет о том, что он вас чем-то, либо как-то обидел. Он понимает, у него сердце болит, совесть его мучит. Какую-то обиду он вам причинил. У него перед глазами вы и ваше печальное лицо, глаза, наполненные слезами. Что-то он такое в горячке, видно, либо сказал, либо сделал. И вот спать не может, понимаете, есть не может. Правда, пить может, да, причем алкоголь. Вот все лицо ваше не дает ему покоя. Такое милое, такое любимое, такое несчастное. Обидел, девочки, обидел, теперь ему совестно. Прощения не вижу, чтобы он просил, но он об этом думает. Он думает над тем, как бы попросить у вас прощения, как бы искупить свою вину. Говорит, что же я за мужик-то такой, да, что я ее так обидел. Вернее, что же я за мужик-то такой, который обидел женщину, которую больше всего на свете любит. Нет мне прощения. Он еще какие-то поступки совершает, знаете, как сам себя наказывает, даже сам себе, возможно, какие-то проблемы устраивает, да. Ну вот тебе, да, наказание тебе за то, что ты ее обидел. Есть такое. Так, еще он сожалеет о какой-то своей слабости и бесхребетности. Девушки, женщины, вот явно есть кто-то, кто находится в треугольнике. Треугольник может быть вы и другая женщина-соперница, и вы, и, например, его властная мама. Да, такой треугольник тоже может быть. Он жалеет о том, что он вовремя не расставил приоритеты, о том, что он вас, может быть, не поддержал, либо за вас не заступился, либо не встал на вашу сторону, там, не собрал вещи и не пришел к вам. Об этом сожалеет. Говорит, я бесхребетный, я испугался, да, либо я побоялся брать на себя вот роль, либо ответственность. Тоже очень сожалеет. Так, еще он сожалеет о том, что он что-то не купил для вас, не купил. Он знает о вашей мечте, либо вы ему говорили, может быть, даже он вам пообещал, но он этого не сделал, он это не выполнил. И сейчас он об этом сожалеет. Но здесь как бы есть причина, почему он этого не сделал. Пустой карман вышел. Денег нет. И смелости не хватило вам признаться, что денег нет. Да. А теперь сожалеет. Кстати, он думает, где бы раздобыть деньги, у кого бы их, я не знаю, попросить, занять, чтобы вам купить то, что вы хотите. Думает. Вообще ему кажется, что вы от него отвернулись, и это логично. Он бы сам от себя отвернулся с таким-то поведением. Кстати, есть такие девочки, которые сейчас смотрят на загаданного мужчину, а в паре находятся совершенно с другим, либо общаются совершенно с другим. Кстати, есть девочка, которая общается с иностранцем. Я не вижу, чтобы у вас прям любовь любовная была, но там надежно, с этим иностранцем надежно, либо с другим мужчиной надежно. И вы, любя одного, общаетесь с другим. У вас, кстати, тоже какое-то чувство вины. То ли перед этим, то ли перед тем. Девчонки, вы все делаете правильно. Вы все делаете правильно. Вы счастливы хотите стать. Вы
любого мужчину можете осчастливить, но не любой мужчина может дать вам счастье. Понимаете? Вы вообще уникальны, вы как, ну, алмаз, понимаете? В мире женщин вы алмаз. Самый прекрасный, самый яркий и самый желанный. Да, знаете, как только свистнете, а тут из мужиков целая очередь выстроится. Но нет, вы как однолюб ко мне идете, да? Вот одного полюбила и все. И на всю жизнь. Девушки, женщины, которые сейчас с иностранцами общаются, я вижу, что у вас дорога будет туда, к этому мужчине. Я не могу сказать, что у вас с тем мужчиной получится, но то, что вы к нему туда поедете, посмотрите на него, как он живет, это точно у вас как путешествие идет. Путешествие туда, к далекому мужчине. Что касается этого, ну он почему-то как спрятался от вас, либо занял какую-то позицию, что типа я в домике, меня не трогайте. Ему стыдно так себя вести, но как бы для него это самое вот как оптимальное решение, да, не встречаться с вами, не общаться с вами, либо не признаваться вам в лицо. Как-то странно себя ведет, как маленький нашкодивший мальчик. Маленький нашкодивший мальчик, да. Так, о чем он еще сожалеет? Там какое-то предложение у него было. Предложение куда-то съездить, поехать, уехать, либо наоборот куда-то вернуться. И он мог бы вместе с вами это осуществить, но он побоялся все в своей жизни менять. А теперь имеем то, что имеем. Да, все очень плохо стало. Кстати, еще кого-то отыграется, что этот мужчина очень часто вам врал. Врал, причем глядел вам в глаза и врал. Об этом он тоже сожалеет. Но даже помыслить не может о том, чтобы вам открыться и признаться. Хотя я думаю, что вы женщина прозорливая, вы уже все понимаете, вы знаете, где он вам наврал, в чем он вас обманул. Вы все это знаете, и вы ему прощаете, потому что вы его любите. Такая вы. Сердце у вас большое. Сердце большое. Да. Еще, девочки, здесь мужчина этот с кем-то флиртовал. Я не могу сказать, есть ли там отношения или нет, но вот флирт точно был. И какую-то женщину вот этим флиртом он против вас настроил. И эта женщина сейчас вот злобно зыркает на вас. Злобно зыркает, да. Может быть, даже это ваша подруга. Да? Пофлиртовал с вашей подругой, подруга думает, ага, значит, он в меня влюбился, а вот из-за нее, значит, у нас ничего не получается. Такое тоже может быть. Если у вас отношения с подругой стали напряженные ни с того ни с сего, это он виноват. Это он, да. Так, еще один важный момент. Мама его, либо какая-то женщина с его стороны очень плохо с вами поступала, либо плохие слова вам говорила, а он, ну, как видел это все и не пресек, да, не заступился за вас. Не заступился. Это тоже у него в сожалениях. Знаете, что я вижу? Я вижу, что этот мужчина вроде как адекватный, он все понимает, да, все свои вот эти узкие места он знает. Но при этом он даже банально не извиняется перед вами. Он как будто бы сам с собой в этом живет и говорит, ага, вот тут я был прав, тут я был неправ, но при этом никаких действий он не делает, как не учится на своих ошибках. Он их осознает, он их принимает, но на них он не учится, он ничего не исправляет. Сейчас я хочу еще посмотреть, почему такая у него позиция в жизни. Ну, вроде не глупый. Господи, выпало. Ну он самовлюбленный. Солнце выпало. Самовлюбленный. Очень эгоистичная натура. Эгоист. Вот почему. Вроде как я и сожалею. Ну, блин, у меня же выхода не было, да. Ну, вот так сложились обстоятельства. Ну, как же я мог поступить? Да и вообще, я самый несчастный в мире. Что же мне так тяжело? Я такой идеальный, я такой классный, но мне так тяжело. Да, конечно, не повезло вам с мужчиной. Так. Знаете, такое впечатление, что он какой-то неприкаянный. Вроде как все у него есть, а вечно в какие-то истории попадает, вечно у него все через одно место идет. Что есть, то не ценит, теряет, разбазаривает. Ведет себя как взбалмошный ребенок. Взбалмошный. Боится он ответственности, боится стабильности.
боится какой-то рутины. Звезды его манят. Знаете, вот эта яркость, да я такой крутой, да за мной там все девчонки, 5-е, 10-е. Я звезда, да, я звезда. Ему почему-то все время какая-то публика нужна, люди нужны. Какое-то общее одобрение, может быть. Одобрение. Боится он кольца, девочки, очень боится. Как на подсознательном уровне он вас обижает. Даже, да, это все рождается на подсознательном уровне, он вас обижает. Знаете, идет такая информация, что он либо у вас подпорченный, да, каким-то воздействием, либо, ну, скажем так, не совсем психически здоровый человек, либо очень закомплексованный. Здесь не так все просто. Хорошо, как он к вам вообще на самом деле. Что ж такое? Смотрите, соперница выползла. Якорь перевернутый. Ну тут явно кто-то старается, как эта женщина старается, чтобы ничего у вас не получилось, чтобы у вас все разрушилось. Как он к вам на самом деле относится? Опять соперница, блин, что такое? Но здесь явно говорят о том, что какая-то женщина очень много мусора в его голову вложила, очень много гадостей про вас наговорила. Либо делает все для того, чтобы ваши отношения, ну просто вот в горы превратились, да, были самыми сложными, самыми тяжелыми. Хорошо, но его истинное отношение, что у него в сердце, что у него в душе к вам? Отношения. Ну, раздрай, девочки, раздрай, тучи. О, Господи. Знаете, и вину свою чувствует, и в то же время на вас пытается перекинуть, но понимает, что только вы способны сделать его счастливым. Большая нежность у него в сердце к вам. Да, вы его судьба. Похожие карты. Он вам скоро будет писать, девочки. Вы какое-то сообщение вы от него получите. То ли он любить боится, то ли он семьи боится. Я же говорю, у него какое-то душевное неспокойствие, комплексы, психологические проблемы, либо действительно попорченный он у вас идет. Хорошо, что вам делать с таким экземпляром, как вам поступать. Но говорят, что ваша мечта по поводу этого мужчины, вот что вы хотите с ним, чего вы ждете от него, это исполнится. И вам ничего делать не надо, он сам к вам в дом придет, когда будет готов. Так, а сколько ж вам ждать? Может быть, годы или десятилетия на это уйдет, да, дело подготовки и готовности. Да нет, недолго. В течение 2 месяцев, девочки, между вами все решится, разрешится, все секреты, все тайны, все проблемки, все это раскроется, и мало того, что решится. Блин, опять соперница. Что это такое, а? Да, будет делать эта женщина попытки все, значит, тут под корень выкосить, но нет, против судьбы не пойдешь. Да, не пойдешь. Ни один человек в мире не способен отменить то, что высшие дали. А высшие дали любовь. И вам, и ему. Так, мои хорошие, что вы должны знать? В течение 2 месяцев, у кого-то раньше, но не позже, чем 2 месяца, между вами все точки над «и» будут расставлены. Ясность будет между вами, понимание, кто мы такие друг другу и по пути ли нам с тобой. Девчонки, знайте себе цену и поймите, что вы одна никогда не останетесь. Вы очень крутая женщина. Если вам кажется, что он любовь всей вашей жизни, только от вас зависит. И от того, как вы к этому относитесь. Сердце у вас большое, любви на всех хватит. Не он, так другой будет с вами. Поверьте, вы такая ценная женщина, вот именно ценная и для рода своего, и для высших сил. Вы одна по-любому не останетесь. А по судьбе вам любить и быть любимой.
Так что он не один единственный, и свет клином на нем не сошелся. Выбирайте лучше себя. Себя и свое счастье, свое счастливое будущее. Мои хорошие, спасибо за внимание. Всем пока-пока.